Курага, изюм, сушеная вишня и клюква. Цукатов для праздничного кулича в этой пекарне не жалеют. А чтобы он получился ароматным, сухофрукты вымачивают в роме. Вообще замачивать в роме цукаты надо месяц. То есть мы заранее за месяц где-то 20 килограмм цукатов замочили в роме. И вот готовим. Если у нас сейчас закончится цукаты, то уже будет не то. Когда пасхальный хлеб готов, остается самое приятное – украшение. В день выпекают примерно 50-60 штук. Размер на любой вкус и кошелек. В преддверии праздника куличи разбирают на ура. С пылу с жару, румяные и с белыми шапочками, куличи на Пасху уже готовы. Но чтобы выпечка была не только вкусной, но принесла радость и благодать в священный праздник, ее нужно обязательно осветить. Опа, о, молодец! Какая же Пасха без яиц? Главный атрибут праздника у нижнекамских кряшен уже наготове. А пока репетиция. Пасха по-русски значит по-нашему Олыкын. Испокон веков это большой христианский праздник. С вечера с девочками тоже собирались все вместе, красили яички. Покупали наклейки, искали спорили, у кого красивее будет наклейки и кто больше покрасит. Перед Пасхой обязательно уборка. В порядок прихожане привели не только свой дом, но и храм. Последний раз фрески в Свято-Вознесенском соборе Челнов обновляли 10 лет назад. Сейчас через слой копоти начали проявляться забытые лики. Храм коптится, и поэтому моют все стены. Естественно, что происходит не каждый год долезает до самого верха, то есть до самого неба, где Господь Бог на нас взирает. Но самое главное – встретить Пасху не с чистыми полами, а с чистой душой. Заниматься уборкой в ущерб богослужению, говорят, неправильно. Куда важнее прийти в храм и причаститься. Тем более Пасха уже в это воскресенье. Зарина Ахметова, Вадим Илларионов, Раушания Асибатова, Марсель Джураев, Любовь Захарова, Дмитрий Кравченко, ТНВ, Казань, Набережные Челны, Нижнекамск.